рамок нет в жизни, на то она и жизнь, на то она и интересна, что все постоянно меняется. А если бы заново все начинать, то я бы другого не хотел. В принципе, где-то я в каком-то смысле счастливый человек. Такая жизнь, кино можно снимать, постоянно перемены, какие-то дела, все это, ну, не соскучишься. Ні ў цёмным садзе і ні ў чарніцах да вуснаў мілай не даступіцца. То іх затуліць яна рукою, то штосьці шэпча табе такое. То іх затуліць яна рукою, то штосьці шэпча табе такое. Здесь куча всего. Я здесь иногда картинки мажу, пишу. Вот дипломы разные наши песнярские. Это я вот такой был еще, когда пришел в песняры. Бывай обуженная сердцем, дорогая, чему так горько, не могу я зразуметь. Шкода заранки мне, что в небе догорает на усходе дня моего, якому ружаветь. Прийшла, ніколи уже не вернешься, Олеся. Бывай смуглявая, коханая, бывай. Стою на розстанях былых, а спадня бейся самотным жаворонком, звенит и плачет. Ну, эта картина называется «Моя жизнь». Это моя католическая сущность, этот крест, уходящий туда к режиссуре свыше. А тут вот бабочка была как-то. Я когда писал картину, и села сюда, и приклеилась с крылышками, вот так махала. И мне сказали, кто-то у меня из друзей был, и говорит: оставь, пускай будет, это же что-то такое от Бога. Мамочкина картина. Мы потомки Радзивилла, князя Борткевича. Это моя мама, а это папа. У меня же отец от ран умер, причем умер 18 марта 49 года, а я родился 25 марта, он не видел даже. Мамочка, она красивая была очень, и были вопросы, почему ты ходишь, да, она всегда говорила, что или если с кем-то встретиться, или я заболею, или ей папа приснится. И она кинулась, в общем, на меня. Я же столько за музыкальную школу, технику. Ой, всякие там в хорах я там пел. Меня почему-то солистом всегда ставили. Кусок института архитектурного, ГИТИС. Таланкин приезжал, брал в Авгик, мастерскую набирал здесь. И я, в принципе, 3 тура сразу прошел. И надо было сочинение историк, ну, СЭС там сдавать в Москве. Но меня не пустили родственники, что я уже архитектор, уже там ты это, что это такое актер, ты посмотри, какие. Действительно, какая судьба у них у всех. У нас был кинотеатр «Зорька», этот вот, который Октябрь. И постоянно в кино, и плакали, и там, и я все наизусть знаю всех актеров, все песни, все, кто что, чего играл. В принципе, я на кино воспитался. Король был такой, председатель госстроя, улица Короля у нас есть. Он был председатель комиссии, то есть, когда диплом. И он немножко такой, ну, удрученный был, ну, разные проекты. А мой последний принесли, потому что мой рецензент, мой Зайцев, у нас был такой Василий Ларионович, он классный руководитель был по рисунку, все. И он испугался, почему я, то есть, сделал так ярко,
А надо, чтобы прочиталась вот вся эта перспектива, чтобы она туда ушла. И нужен был какой-то совершенно цветной, четкий такой, впереди что-то. И я взял архитектура США, была выставка, японский журнал. И я взял, вырезал полицейского на коне там. И взял, прилепил. И так все сразу засмотрелось, и он испугался, что тут комиссия, а тут полицейский какой-то американский на коне. И он написал, предлагаю слишком вычурно, там это, предлагается оценка хорошо. А этот король, то есть он сразу повеселел, подошел к карте, посмотрел, чем это сделано. Она еще там бралась, эта типографская краска не высохла. И он говорит, да это за одну идею, да это же, говорит, потрясающе. А ну-ка покажите мне планировку. Показали планировку, а я в планировке, мы всегда сидели с мамочкой, и мне обязательно дядька впереди головой своей мешал кран. Так я сделал превышение, как на стадионе вход, и чтобы никто никому не мешал. Ну вот в октябре этой планировки он тоже отметил, это хорошая идея. Поэтому, может, ее и построили. Я сидел в отделе мецпроекта, Мулявин звонил, я хочу вас проверить в песняры. Я уже песняры только вот Леон, и вот только вот первые шаги, нужен был солист. Его голос был на моего друга Толя Волк, такой был у нас. Он аранжировщик, руководитель был, «Золотых яблок». И он сидел ниже этажом. Голоса одинаковые. Я думал, что это он пошутил. Ну и я так, что-то настроения не было, я его послал. Представляете, а это Мулявин звонил. Потом пауза такая была большая, и мне звонят уже один приятель мой, который в песнярах был осветителем. И он позвонил и говорит, ты что, ты же Мулявин был, говорит. Ну и он говорит, тебя просит, давай к нему домой, завтра там, если ты сможешь. Да. А он жил над Центральным кинотеатром. Восток это, и я пришел к Мулявину. Ну и как-то он мне дал гитару, он спал. Говорит, давай играй, пой. А я говорю, я на гитаре играть не умею. Я там умею. Как он там великий музыкант. Я говорю, так а что я буду тут в комнате у вас? Вон, а консерватория рядом. Я говорю, пошли. А там я уже знаю эти классы вокальные, что там звучит. Ну, и мы пошли. Он меня так распел, я ему как дал там русские народные песни, автостеп широкая. Я говорю, человек 40 проверил, все, ты мне подходишь. Давай завтра в 9 часов в филармонию. Дам коня я воронога, дам сядельца золотое. Через 2 дня он мне Александрину показал ночью, он написал, вот вчера меня проверил Александрину. И я уже пел Александрину, через 2 дня в колонном зале Дома Союза был творческий вечер в Петруся-Бровке. Ну и через там несколько дней, на 3 месяца на Дальний Восток. Косильясь, конюшину, косильясь, конюшину. Поглядав на девчину, а девчина жита жала, а девчина жита жала, а девчина жита жала. Ти на яся поглядала, ти ясь, ти не, ти ясь, ти не. Ясти ты мне сподобался ты мне. La 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 la. Ну, на песнярах зарабатывали, а нам платили $9 суточно. И все. Государство. Вот тогда мы на 2 недели поехали в Америку. Там, конечно, было фурор был. 15 концертов. И Билборд написал, что вторжение русского рока в Запад
Мы получили $300 000. Государство, госконцерт. На диване з густой трави ми посядім часіну з йою. Я запляту вянок йой луговий, обмитий ранішньою росою. Я запляту вянок йой луговий, я запляту вянок йой луговий, обмитий ранішньою росою. Очень много было песен. Обычно репетируем с утра песню, потом, ну и сделали ее вроде, все. Он говорит, сегодня выпускаем. Это такая фраза, что она просто, ну, ночью проснешься, и все сразу кидались там учить партии, там петь, слова, стихи главное. И он меня научил, как быстро запоминать стихи. Это просто обалдеть. То есть ты несколько первое время вот воспитываешь в себе, ты что-то делаешь, где-то у тебя ты занят чем-то, а вот второе твое, оно само учит. Вот я там раз у меня песня, а она сама и там крутится. Любой свободный, я только подумал о ней, опа, я повторяю уже. Самое главное сцена. На сцене, если споешь, то уже никогда не забудешь. Потому что, особенно когда слабо выученный текст, на сцене это уже трагедия. И вот этой трагедии, она у тебя отпечатывается уже железно. Сняги зоры за окном заснули у хате все давно. Никогда не берег голос. Никогда не берег. Курил там. Ну, знаете, мы же артисты, наше место в буфете часто приходится и выпить, там, особенно с знаменитыми людьми, там, такие губернаторы. Вот чтобы я не спел в песнях, они обязательно почему-то всем нравились. Ну, становились там какими-то хитами, не знаю почему. Ну, поэтому, я не знаю, Муля, видимо, его вот такое провидение, потому что у него был совершенно потрясающий вкус. И половина вкуса его во мне воспиталась. И я туда, честно говоря, поступал за списком, что, потому что все в мире не прочтешь, что важно, а что не важно. И вот я там получил список. У нас был Игорь Ильинский в начале, Быстрицкая, моя такая очень близкая приятельница. Я ее все время возил там домой на лекции. Но она параллельно класс вела тоже. Я же приехал после ГИТИСа, хотел здесь театр сделать. Мне уже давали новости дня, все там. Ну, в общем, очень тяжело с Министерством культуры было. Что-нибудь пробить. Потом мне один человек, известный кинорежиссер, сказал, слушай, что ты, говорит, в очереди стоишь за инфарктами, и ты же какого числа, то есть ты ничего не получишь. Никто режиссеров не знает, знает только актер. Ну, как-то сидели, он меня отговорил, и у меня сразу в общем, все пропало, все желание. Думаю, да ладно, я вон там езжу с песнярами, да и хватит. На сцене я же знаю все законы, все. Плюс еще у меня Мулявин стоит постоянно слева. Если что-то случается, я сразу думаю, а как бы он поступил? И все, решается проблема на раз, сразу. Подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах появляется сок. То плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянея от светлого дня я брел наугад по весенним протокам.
лужам березовым соком. Ольге предложили зал там тренировать, шикарный там. И мы на 2 года поехали. На контракт. Никакая не эмиграция, ничего. А остались на 10 лет. Так получилось, что 10 лет прошло. Я считаю, что это великий человек. Она в какое-то время она была самая популярная в мире. Было 3 человека: Гагарин, Элвис Пресли и Ольга Корбут. А мы там ездили все время с ней в Федерацию гимнастики Америки. Ее возили, спичи она делала. Весь мир посмотрел больше, чем то, что мы с песнярами ездили. Шрайвер, жена Шварценеггера, она вела на NBC интервью. У нее была, своя программа на NBC. Так 2 суток было. Она сняла, как Ричард в школу ходил, и гитару я там спел. Они все снимали много. И вот она у нас жила, Мария Шрайвер. Она, кстати, племянница Кеннеди, жена Шварценеггера. И так завязался знакомство у нас, Шварценеггера. Потом они друзья, Тернер, Тед, потом Джимми Картер. Это все в Атланте все жили. И Арнольд, и такая была, как суполка. В смысле, они приезжали, нас всегда приглашали. Ни пяти родного не отдано, забвенью и жизни пустой. Вот так не чужбина, а родина нас греет своей добротой. В разлуке все видится старенький, тот с детства до боли родной, тот домик на самой окраине с дымком над кирпичной трубой. Я там спел что-то, не на английском. Они говорят: а нам ваши белорусские песни не нужны. Учите язык, тогда мы вас... Там своего вот так. И ни один наш, допустим, певец или никогда там карьеры себе не сделал. Это невозможно. Ты с человеком разговариваешь, с американцем, там от души все, а он тебе... Как бы это тебя понимаете? Такое. Мне так показалось. Может, я не прав. Потому что есть друзья у меня, которые там же тоже приехали в 40 лет, и нормально. Как кому повезет, во-первых. Как бизнес пойдет. Там же бизнес. То есть это опасная штука, Америка. Не так просто. Тем более человек, который хочет получше быть, чем там кто-то другой или там, я не знаю. Поэтому с тщеславным людям тяжело. Леня, нашего белорусского зрителя, уже не видел, наверное, сколько, Лень, точно? Точно не знаю. Я хотел просто настоящих певцов взять, написать несколько новых песен, восстановить нашу классику, золотой фонд. Хотелося б, каб песняры были такие, как были, сапраўдныя песняры. 30 лет назад я написал впервые за свою жизнь песню. Может быть, я рад, что у нас появился в это время, пришел в ансамбль 18-летний такой мальчик. Он студентом был. Сейчас он живет в Соединенных Штатах, специально приехал на «Золотой шлягер». Это Леня Борткевич. Мне не забыться песни той давняей весны на Муромской дорожце стояли 3 сосны. Почему я скучал по всему? По друзьям, по всей этой жизни, по нашим, по лесам, по рыбалке, грибы я обожаю. Просто это мое хобби, и я как только что обязательно в лес, по лесу. Совсем все другое, праздники. Звонишь сюда под Новый год и по телефону там с другом разговариваешь, плачешь, с той стороны сидишь. Александрина, и с песней ты цвела. Александрина, як
жив до сих пор. Вот я на сцену выхожу, он слева у меня с гитарой. Вот я сейчас что-то а потом ему улиц прошу. И так раз, а его нету. Ну, а как-то, это уже как бы подспутно второе твое «я». Почему не ведаю, грусть в душе тая, под зеленой вербою ты не ждешь меня. Почему черемуха, почему бела, почему вчера еще ты со мной была? Почему черемуха, почему бела, почему вчера еще ты со мной была? Мулявин говорит, давай мы сессию сделаем. Мы пригласили американского фотографа. У нас целая куча, у меня целая пленка есть этих фотографий. Там такие смешные. Это Муля все, он такой хохмач. Мулявин как-то, уже будучи в больнице, меня попросил, чтобы я кое-какие вещи забрал его. Это вот табличка на студии висела, его кабинет был. Даже Верховного Совета грамоты. Так что у меня тут тоже приличный музей, но я все это отдам Марине, дочке Мулявина, потому что у меня порой больше, чем там в музее всяких интересных вещей. Это Игорь Николаев мне подарил наши все пластинки. Он собирает пластинки, у него целый был лишний один набор. И он мне их подарил, он узнал, что у меня нету ни одной пластинки нашей. Вот, это он мне подарок такой сделал. И вот их куча этих пластинок наших, а это он мне подписал. Люблю тебя, мой берег родный, где льется Неман среброводный, дубы, где дружной чародою стоять, як вежи над водою. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю Закрывали меня сестрички в ванную, я там оттуда пел. Но я стеснялся очень. А потом потихоньку как-то появилась гордость такая. Потому что пока мне внушили это, что я действительно пою лучше там других, таких, конечно, миллион было в Минске, как я, но так получилось, что я поверил в себя. И тогда мне уже только джинсы надо было купить, и все. Я помню, тогда за джинсами кто-то мне джинсы подарил, настоящие Леви Страус. Но они были там на 3 размера больше, чем... И я помню, в них ходил, там заложил это был король такой. Еще мало что я там пою, но для меня это не главное было. Я, кстати, ненавижу свой голос, обертоны. А было главное, что я в джинсах. О. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман, песни партизан, алая заря. Конечно, работать надо. А когда неохота, надо какое-то хобби, что-то вот. Я не могу сидеть на одном месте. Мне постоянно надо что-то делать, какую-то информацию. Телевизор, это там все, новости. Я должен быть все время в событиях.
каких-то. Да. Ну, я уже иду, да. Ну, до встречи, до свидания.